Промышленный каркас республики – это десятки успешно работающих предприятий, таких как РИАК, Реал, Техстрой и другие. Особой гордостью стал первый в регионе кластер алюминиевой промышленности, объединивший 15 компаний. Результаты говорят сами за себя. Индекс промышленного производства составил 97,5%, а объем отгруженной продукции в обрабатывающих отраслях превысил 6 миллиардов рублей. Эти цифры позволили Ингушетии войти в топ-10 российских регионов по динамике промышленного роста. Успех – это не только цифры, но и люди. Чтобы обеспечивать предприятия квалифицированными кадрами, министерство активно работает с системой среднего профессионального образования. Подготовка специалистов ведется на базе местных колледжей. Высокие показатели показывают индекс промышленного производства региона. Обрабатывающее производство, которое на состояние 1 сентября 2025 года составили 97,5%. Это увеличение по отношению к предыдущему году. Также для успешного функционирования действующих предприятий региона ведется работа по подготовке кадров с местными колледжами. Это колледж имени Цурова, колледж сервиса и быта, пожарно-спасательный колледж также имени Арапиева. Одно из ключевых направлений работы, инициированной, кстати, лично главой региона Махмудом Али Калиматовым, возвращение в экономику простаивающих предприятий. Сейчас прорабатывается вопрос продажи АО «Технопарк Сердало» инвестору для запуска профильного производства. Но и это еще не все. Ведется планомерная работа по созданию индустриального парка Джерах. На территории Кавдоламид в части реанимации ГУПа, кирпичный завод, гиперпресс и фабрика по производству картонажных изделий. Обсуждается возможность и их перепрофилирования в случае, если новый инвестор будет заинтересован в производстве чего-то нового. То есть объекты готовы, здания тоже позволяют это сделать. Хорошие новости есть и в торговом секторе. Оборот розничной торговли за 9 месяцев вырос более чем на 5%, а по темпам роста оборота оптовой торговли в первом квартале Ингушетия и вовсе заняла первое место в России с феноменальным ростом почти на 95%. Этот рекордный результат – следствие мер по поддержке бизнеса и легализации занятости. Темпы прироста показателей по торговле составил 94,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот результат стал самым высоким в стране, подтвердив эффективность мер, реализуемых в регионе. В части развития инфраструктуры связи в этом году мы достигли соглашения с операторами связи и был реализован проект по подключению села Датых к мобильной связи. Расширяется инфраструктура, цифровые сервисы также. У нас в этом году уже переведено более 150 электронных сервисов в электронный вид на портал госуслуг. В целом, итогами года мы довольны. Есть, конечно, куда еще двигаться. Какие задачи ставит перед собой министерство на 2026 год? Приоритетами станут завершение сделок по вовлечению простаивающих активов, создание новых производственных площадок, таких как индустриальный парк Джейрах, и углубление работы по подготовке кадров. Особый акцент будет сделан на цифровизации промышленных процессов и привлечении новых инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Продолжать развитие, наращивать темпы промышленного производства, реанимировать простаивающие предприятия, развитие сервисов цифровых. Также продолжение хотел бы добавить, что развитие мобильной связи в горной местности и туристическом секторе тоже важная цель для региона. Мы уже прорабатываем вопрос по цифровизации туристических троп, где туристы смогут получить определенные сервисы в условиях, если мобильная связь недоступна, интернет, то есть там будут точки Wi-Fi, население сможет этим пользоваться, и также туристы. Таким образом, по данным, промышленность Ингушетии завершает 2025 год с уверенным ростом, национальными рекордами в торговле и четкими планами на будущее. Главная цель на 2026 не просто сохранить положительную динамику, а создать новые точки экономического роста, превращая республику в привлекательный и современный промышленный регион. Адам Мережков, Белял Ахильгов. Итоги года.